С вынужденными переселенцами из Луганской и Донецкой областей уже третий день работают специалисты медицины катастроф. Сейчас люди нуждаются в психологической помощи. Об этом на заседании правительства Северной Осетии рассказал председатель Совета профсоюзов Таймураз Касаев. По его словам, есть ряд проблем, связанных с прибытием беженцев. В первую очередь необходимо решить вопрос с финансированием. Тех средств, которые есть у республики, хватит на 7 дней. Власти Северной Осетии ждут денег от федерального правительства. Дело в том, что учреждения профсоюзов, которые сегодня приняли данный контингент прибывших граждан, они являются хозяйствующими субъектами. Из собственных средств этих учреждений для приема этих граждан хватит буквально на неделю. Потому что мы сейчас их, скажем, принимаем по доброй воле, так получается. Поэтому мы обратились в адрес правительства об оказании необходимой финансовой поддержки, чтобы у нас не было проблем с их нахождением в наших здравницах. Многие беженцы не хотят сидеть на шее у правительства и уже сейчас намерены искать работу. Есть вероятность того, что люди, прибывшие с юго-востока Украины, останутся в Осетии навсегда. Возникают вопросы с определением малышей в детские сады, а в будущем и в школы. Многие люди оставили не только свои дома, половина граждан бежали в Россию без документов. Уже сейчас они могут попросить гражданство. Напомню, что в Северную Осетию прибыли 180 вынужденных переселенцев, из них 84 человека дети и 11 груднички. Елена Черенкова, Алан Гасанов, Осетия ТВ.